Без права на ошибку. Трансфузиолог – врач, специализацией которого являются заболевания крови и плазмы человека. Основоположником этого направления является Уильям Гарвей, который в начале 17 века в Англии предпринял первую попытку переливания крови на основе своего открытия о кровообращении в организме человека. Уже к концу 18 столетия в Америке была проведена первая трансфузия крови от человека к человеку, а направление медицины получило название трансфузиология. Кому-то нужна кровь, кому-то плазма, кому-то тромбоконцентрат. И мы созваниваемся со станцией переливания, согласовываем с ними, привозим оттуда кровь, плазму, что нам нужно, то есть компоненты крови. И на месте уже делаем индивидуальный подбор в лаборатории. Индивидуальный подбор, совместимость крови донора и реципиента. И после этого уже, после всех совместимостей и проб индивидуальных, уже проводится гемотрансфузия. Ахмед Хамзатов заведует отделением трансфузиологии и гравитационной хирургии крови при Республиканской клинической больнице имени Эпендиева. Медицинское образование получил в Кубанском государственном медицинском университете. Несколько лет работал в Краснодаре. Был и врачом-анестезиологом, реаниматологом и трансфузиологом в краевой клинической больнице. Отделение трансфузиологии – это как бы на латинском переводится переливание. То есть в одном отделении как бы два отделения. То есть отделение переливания крови и отделение гравитационной хирургии крови. То есть мы как вспомогательное, скажем так, вспомогательное подразделение для хирургии, для гематологии, для акушерства, гинекологии, для этой больницы, потому что они нам подают заявки, что им сколько нужно каждое утро. Отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии в Республиканской клинической больнице стало функционировать с февраля 2016 года. С момента открытия помощь здесь получили более 1000 пациентов. Плазмоферез, гемосорбция и не только. Здесь проводятся очень ответственные процедуры. Данному пациенту проводим гемосорбцию. Для этого используется сорбционная колонка. Кровь забирается с вены, пропускается через эту сорбционную колонку, задерживаются гидрофильные молекулы, которые нам не нужны. И, скажем так, очищенная кровь возвращается обратно к пациенту. Высшей категории, ведущий специалист Езерсон, штамма Цигавузинусу, Хузауилсон, Амихина, да, Амацен Болюрш, специалист, пригласит Пинтана, больница, Хилардок кондуер, там, Тиш Махативи, она персонал процедур, там, высокотехнологичный процедур, шукер, что на сегодняшний день, там, принятие ишалара, она уезжает, сидишь, Шардок кондуер. Ошибка трансфузиолога чревата непоправимыми последствиями, поэтому интервью нам Ахмед дал только после завершения процедур. В трансфузиологии нет административной ответственности, все начинается с уголовной. То есть, а для пациента это экзитус леталис, летальный исход. Почти год уже, как работаю в этом отделении, и знакома с Ахмедом Лукмановичем. Как врач очень строгий, пунктуальный, очень хорошо относится к сотрудникам, ответственный. В плане работы могу сказать о нем только хороший, да, как человек тоже религиозный очень, да, и только хорошее можно о нем сказать. В трансфузиологии есть два направления – клиническое и производственное. В этой больнице клиническое. Клиническое это имеется в виду, когда врач занимается именно лечебно. А производственно это станция переливания крови наша. Вот они производственная трансфузиология, то есть они с заготовкой занимаются крови, а мы то, что они заготавливают, уже применяем здесь, в больнице.
Данное отделение пока находится на стадии становления. В планах развития наладить оказание помощи пациентам еще по нескольким направлениям. Однако стоит отметить, что за такой небольшой срок, благодаря этому отделению и в частности Ахмеду Лукмановичу, многие больные получили свою надежду на жизнь.